Яра, приветствую. Всем привет! Всем привет, дорогие друзья, участники сегодняшней нашей встречи. А, Приветствует вас Якутия, Туяра Жиркова. Сначала познакомлю себя тем, кто меня не знает. Я живу в Якутии, являюсь амбассадором Академии «Успех вместе» уже третий год, 3 полных года. И сегодня я организатор нашей встречи. Встреча очень интересная, познавательная. Подготовили для вас лекцию. И сегодня, уже четвертая, да, наша встреча. И лекцию прочитает наша уважаемая Алиса Андреевна. Она врач общей практики, нутрициолог, есть опыт работы в стационаре, в поликлинике, в частной медицине, имеет опыт работы за рубежом и также знакома с европейскими стандартами. То есть очень компетентный в нашем вопросе человек, профессионал. И сегодня будет лекция и ответ на вопросы по технологиям по здоровью, которые продвигает наша Академия «Успех вместе». Не будем терять время. Алиса Андреевна, вам слово. Добрый день всем. Всех буддистов поздравляю с наступившим праздником нашего белого месяца Алганар. Наступил 2 февраля год тигра, поэтому мои поздравления. Счастья, здоровья уже в наступившем году. А самое главное – здоровье в связи со всеми ограничениями, да, и новомодным заболеванием. И вот сейчас я хочу сказать, что сразу в начале, что наше клеточное питание, о котором мы сегодня будем говорить, не является лекарством, БАДом, а является именно питанием для наших клеток. И почему питанием? Потому что реально клеточное питание может заменить прием завтрака, обеда, ужина, раннего завтрака или позднего, допустим, перекуса. И поэтому и называем его клеточным питанием. Почему? Потому что очень много вопросов задают и спрашивают, можно ли совмещать, вот с кардиомагнилом было такое, да, принимают лекарственные препараты, можно ли принимать наши продукты, и наше питание является клеточным еще раз. Нет определенных показаний, там 3 раза в день, по полложки, по ложке в день, да, потому что это питание. Схем таких, да, как расписаны антибиотики, допустим, там через каждые 3 часа, 4 часа, через 12 часов тоже такого нет. Нет вот таких каких-то жестких схем, скажем, да, принятия, как принимаем питание, не расписывает врачи так, как расписывают лекарственные препараты. Хотите, принимаете, хотите, нет, да? Но и сразу, вот, чтобы закрыть этот вопрос. Теперь, был вопрос от Бутиты Шаргаловой по поводу, есть ли омега-3 в гонодерме, да, гриб линши, гриб этот рейши, который входит в состав элевейта. Но я сразу хочу сказать, что я внимательно посмотрела состав. Есть у нас, да, в составе действительно экстракт гриба рейши в элевейте, но официально в составе омега-3 не указано. И есть такие сведения, что гриб рейши содержит в себе омега-3, но официально данных я не нашла. Поэтому утверждать или опровергать, и вот то, что говорила Жиргалма Владимировна, да, забыла отчество, говорила, я сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, да. И все-таки мы остаемся на том, что омега-3 содержится в рыбе, во всех видах рыбы, о которых мы говорили, да. Дальше это семя льна, это семя чиа, которое входит в наш продукт Нутринг. Дальше это
мы говорили о том, что это и орехи, да, все это в том числе грецкий орех, состав омега-3, соответственно, наш нутрин, которого давно был по акции, есть содержание омега-3. Вот по этому поводу я хотела вам ответить на вопрос. Далее, помните, я хотела, тоже был вопрос, трансфер-фактор вообще какое, животного или растительного происхождения. Тогда почему-то я сказала, что возьму паузу. Теперь я хочу сказать, что фактор переноса, трансфер факторов выделяется только у млекопитающих. Да, это только у животных фактор переноса, соответственно, как правило, это все-таки пептиды молозива, это коровье молоко. Пептиды, но не само молозиво в том чистом виде, который мы знаем, да, а именно фактор переноса в наших продуктах. Тоже второй вопрос мы с вами закрыли. А теперь по тем вопросам, которые были. Ну вот в личку, да, я еще раз хочу попросить, уважаемые партнеры, я всех уважаю, да, но я очень прошу не писать вопросы мне в личку, потому что если открываю ваш вопрос, я потом не могу уже к нему вернуться. Вот я сейчас даже не могу вспомнить, кто мне в личку писал, чтобы ответить на ваши вопросы, к сожалению. Поэтому я помню, что были вопросы, даже тему вопроса не могу вспомнить сейчас, да, в данный момент, а листать весь чат нет возможности. Поэтому вопросы, которые у вас возникают, я очень прошу писать в чат, в этот чат здорово быть здорово, который создал наш лидер Николай Турушев. И здесь вопрос я сейчас, чтобы ни одного не пропустить, я их пролистаю еще раз. И вот такой вопрос был. Совместно принимать кардиомагнил и Б-кардио. Можно ли или нет? Кардиомагнил – это лекарственный препарат, который назначается, да, при заболеваниях, многих сердечно-сосудистых заболеваниях, да, в основном профилактически. Это профилактика сосудистых всевозможных острых таких, да, нарушений при повышенной склонности к тромбообразованию. Разжижаем кровь, да, кардиомагнилом. Кардиомагнил вообще сам по себе это хороший препарат, именно кардиомагнил, который 75 миллиграммов, да, рекомендуется принимать в такой дозировке профилактической всем, абсолютно всем после 40-45 лет, это вообще стандарт, да. Если человек думает о своем здоровье, и если тем более он имеет сердечно-сосудистые заболевания и предпосылки к инфаркту миокарда, к острым нарушениям сосудистым, то мы говорим, что кардиомагнил нужно принимать. Ну и как раз тем, кто заболевает сейчас тоже инфекцией новомодной, я рекомендую кардиомагнил 75 миллиграммов принимать в течение для профилактики, потому что там сосудистые тоже такие осложнения, в основном это тромбообразование. Тромбики, да, образуются различные. И чтобы профилактировать кардиомагнил, кто есть люди в чате, которым я рекомендовала. Но и кардиомагнил, опять же, да, это лекарственный препарат, которым я занималась, работая в фармацевтической компании. Это один из моих препаратов, который был у меня на продвижении, да, скажем, среди врачей, среди клиник. Поэтому я очень хорошо о нем знаю и хочу сказать, что это на сегодняшний день это один из лучших аспиринов профилактики, потому что он защищен, оксид магния содержит, да, меньше там эрозивных каких-то вещей, но тем не менее аспирины, они опасны при длительном применении, потому что у них побочное действие – это язвы, эрозии желудка, поэтому их тоже нужно принимать правильно, дозированно. А Б-кардио – это наше питание клеточное, которое не имеет противопоказаний, которым можно назначаться людям всех возрастов, и несмотря на какие-то… Нет ограничений. Нет ограничений, и даже назначают и, ну, конкретно оксид азота, да, рекомендуется даже детям, новорожденным есть такие исследования. Поэтому кардиомагнил и Б-кардио друг другу не мешают. Но если кардиомагнил вот вам, ну, той профилактической дозировки вам, ну, уже пожизненно назначается, как правило, вам назначен был, да,
для профилактики, то, возможно, принимая наше клеточное питание, вы уже поймете с течением времени, что необходимость кардиомагнили не будет, она уйдет. Со временем, не сразу, постепенно. Я хочу сказать, что я сама принимала раньше кардиомагнил периодически, чаще принимала, когда перед полетом на самолете, так как очень много было у меня перелетов, ну, работая в иностранной компании, длительных перелетов, да, это очень долгих до Москвы, из Москвы еще дальше приходилось летать, и поэтому длительное сидение, да, там обезвоживание идет, и вот как раз застойное явление, да, и чтобы это профилактировать, я периодически вот перед полетами длительными, дальними принимала кардиомагнил, дозировки, да, в небольшой дозировке. Поэтому как бы две вещи, которые можно совмещать, но нельзя их путать. Кардиомагнил – это лекарственный препарат, Б-кардио является питанием. Питанием длительным, которое при применении вы получите результаты. Второй вопрос был по межпозвоночной грыже. По межпозвоночной грыже, к сожалению, сейчас я попробую. Ну, по щитовидной железе, да, я вам обещала, что мы пригласим партнера, у которой есть результаты по щитовидной. Вот я смотрю вопросы и сразу попутно скажу, да, Елена Гейкер, которая выступит, это моя коллега, медицинский работник, уже она пенсионер. Ну, посмотрите, какая она пенсионерка, да, у нас, как выглядят пенсионеры наши. И получила результаты по щитовидной железе, а прямо реально крутые результаты получила ее сестра Любовь Михайловна Гейкер, которая тоже в чате сегодня находится, да, но Любовь Михайловна не готова выступить, и поэтому Елена Гейкер расскажет о своем и результате своей сестры. Теперь, значит, следующий был по поводу межпозвоночной грыжи. Валентина пишет, очень беспокоит межпозвоночная грыжа, и вес трудно убирается, уже начинаю прихрамывать, посоветуйте, что лучше принимать из нашего питания, принимая иммунный код и Б-кардио, месяц пишет. Но, Валентина, я хочу сказать, что по поводу межпозвоночной грыжи и протрузии, вот я сама сижу перед вами, да, множественные грыжи протрузии шейного отдела позвоночника, грыжи поясничного отдела позвоночника. Травма позвоночника в молодости, травма шеи, хлыстовая травма называется, когда вот такое резкое движение головой делается, да, хлыстовая травма позвоночника. У меня всегда воротник шанса дома, очень много всевозможных приспособлений для шеи, потому что нарушения были, да, ну, статические такие называются нарушения, даже реально голову держать не могла без специальных корсетов, без воротников. Вот две травмы, да, имею я. И, соответственно, там множественные. МРТ уже 100 лет не делаю, рентген уже давным-давно не делаю. Даже нет такой необходимости. И справлялась в свое время, в порядок приводила. Это, конечно, это ну, какие-то лечебные процедуры, это мануальная терапия, да. И сейчас я даже думаю, что у меня нет, ну, нет жалоб. Скажем так, была у невролога, она тоже на таком диспансерном осмотре, и, конечно, они мне там назначение, но сказали, что я неврологически на данный момент здорова. Обращалась в клинику, которая даже обо мне не имеет понятия, да, и нет моих проблем, я 4 года принимаю, поэтому через месяц говорить, наверное, после того, как начали принимать иммунный код Б-кардио, ну, очень рано. Дальше у нас есть в эфире Академия «Успех вместе». Это наша обучающая система и та система, где мы получаем всю информацию, да, из первых рук, из первых уст от президента нашей Академии Андрея Артуровича Шаура, от наших лидеров, наставников, от нашего лидера нашей команды Николая Турушева, спикера, да, сейчас у нас несколько спикеров, выступают врачи, выступают лидеры компании, рассказывают о своих результатах. Вот пример, как Айгуль Газезова. У нее были грыжи, и она не могла ходить, и даже первое время, когда она выступала на сцене,
она расскажет, что Аэлита Мустафаева ей делала уколы, чтобы она хотя бы на каблуках могла стоять, да. А сейчас она, считайте, практически постоянно ходит на шпильках, на каблуках и забыла про свои грыжи. Вот так же, допустим, как и я. И я раньше говорила, что я раньше без массажа, без мануальной терапии, там, без каких-то физиопроцедур и без уколов тоже свои, ну вот, редко обходилась перед выступлением, ну, перед тем, как вставать на модельную обувь. Даже до ревматоидного артрита у меня были проблемы. Сейчас я про свои грыжи и протрузии множественные уже и забыла, и не помню. Напоминаю, что 2 травмы. Первая травма я получила 17 лет, по-моему, в школе еще училась. 3 месяца вообще не ходила, и меня отец на руках перекладывал, переставлял, и очень долго не могла вообще сидеть длительное время. Теперь как бы я сижу, стою, и вот эта хлыстовая травма шейного отдела позвоночника, ну, ей тоже много лет, даже боюсь сказать, наверное, уже больше 20 лет, попадала в ДТП, не пристегнута была. И сейчас как бы вот шейное отдело я уже давно воротник шанса не надеваю, не ношу. Поэтому принимайте наши продукты, желательно всю линейку. И еще раз напоминаю, для этого нужно время. Не год, и не 2, и не 3. Тем более, ну, вес трудно убирается. Вес уходит, да, не сразу. Потому что после того, как уже какие-то серьезные проблемы в вашем организме решат, уже будет и снижение веса. Какой вес? Лишний вес, само собой, является тоже, да, нагрузкой такой на позвоночник. И, соответственно, там проблемы. Но кроме этого, мы говорим, что нужно пить обязательно воду. Пить воду, потому что позвоночник, кости тоже они иссыхают, сохнут, да, мы состоим из воды. Если недостаточный прием воды, хайдрейт у нас есть, недостаточно принимаете воду, тоже сохнет, иссыхает. Кроме того, скорее всего, если это женщина в Валентина возрасте, то там есть разрежение костей, остеопении, да, или остеопороз. И не решив проблему как раз остеопороза, не дав организму воду, и плюс обязательно нужны хорошие такие растяжки легкие, лечебная физкультура. У нас есть замечательная гимнастика, да, такая утренняя гимнастика, но она не утренняя, можно в любое время ее делать, даже можно 3 раза в день ее повторять. Андрей Артурович, который разработал, попросите у своего лидера-партнера, они вам дадут. Как раз очень простая гимнастика от 5 до 10 минут занимает, и нужно еще какая-то физическая нагрузка, динамическое такое движение в нормальном темпе, удобном для вас, не бегая, ходить просто, да, много ходить, пить, кроме того, заниматься вот этой нашей лечебной такой физкультурой, гимнастикой, растягивать позвоночник, чем мы улучшаем кровообращение, питание позвоночника. Это всю информацию можете получить в академии нашей, которая проводится, да, ежедневно. И обо всем этом подробно говорят. Ну, к лидерам своим обратитесь, они вам подскажут, как попасть в академию, если вас там нет. Далее. Вопрос еще у нас, ну, по межпозвоночной грыже. Ольга Павловская. Вот, совместно принимать кардиомагнилы и бикардио. Ну, вот этот вопрос мы уже ответили, что одно является питанием, второе лекарством. Ну, это примерно звучит, как можно ли хлеб и кардиомагнил совмещать, да, допустим. Ну, там, или макароны и кардиомагнил мешают ли друг другу. Ну, практически вопрос можно отнести к этой категории. Теперь, ну вот Бутит Джаргалова тоже, да, пишет, что я слышала от Муханаевой, что омега-3 есть гонодерми. Ну, вот еще раз хочу сказать, что я посмотрела, почитала, что есть такая информация, что в гонодерме, но там идет речь о БАДах компании, что в составе этого БАДа есть омега-3, и что рейши содержит омега-3 больше, чем даже тунец, да.
но она вот не совсем, наверное, подтвержденная. Это как рекламная какая-то акция, может быть, компании, потому что я много информации пересмотрела, но вот сказать об этом и опровергнуть у меня нет такой возможности. Но еще пороемся, посмотрим. Возможно, я в следующий раз вам полную информацию дам по этому поводу. И Тамара Маутер, ну, возможно, неправильно фамилию я озвучила. Меня слышно, да, Туяра? Друзья, Хорошо меня слышно. слышно? Слышно. Хорошо. И вот Тамара Маутер спрашивает: добрый день, я уже год принимаю клеточное питание. Нужно ли продолжать принимать таблетки от артериального давления и кардиомагнил? Ну, здесь уже я говорила, что чаще всего при сердечно-сосудистых заболеваниях, да, назначается кардиомагнил, это форма аспирина, защищенная форма аспирина, и таблетки от артериального давления, гипотензивные препараты. Да, нужно принимать. Потому что опять, что наше клеточное питание не является лекарством. Это просто правильное питание, которое со временем, спустя годы, не день, не два, не три, не месяц, оно нормализует, да, в себе химические процессы, сосуды очищает, эластичность сосудов, вообще сосудистого всего русла, да, улучшает, снижает уровень там холестерина за счет этого. Дальше вес в норму, когда у вас придет, когда вообще ну, все причины повышения артериального давления, там лишнего веса, сахарного диабета, может быть, да, уйдут, когда тогда у вас нормализуется давление на нашем питании. Но не так быстро. И поэтому в данный момент нужно принимать гипотензивные препараты, таблетки от артериального давления для снижения давления, и кардиомагнил также вам нужно принимать в той дозировке, которую вам назначает доктор, профилактическая дозировка. И потом вы просто поймете по своему состоянию. И ранее тоже были вопросы, да, и ко мне партнеры продолжают обращаться, но я всегда говорю, что тем, у кого артериальное давление, врачи рекомендуют вести дневник гипертоника. Он очень легкий такой дневник. Берем просто тетрадку, обычную тетрадку, да, вот так, и ее делим. Дату ставим, дату, месяц, дальше, значит, то, что вы принимаете, какие гипотензивные препараты, уровень артериального давления утром, в обед и вечером, да, и пишите свои комментарии. Каждый день ведете этот дневник и принимаете питание наше. И когда вот у вас дневник перед глазами, если вы даже ко мне с давлением обращаетесь, я все равно буду просить вести такой дневник обязательно. Потому что без дневника очень сложно. И если было повышенное давление, в тот день повышалось давление, то комментарии, в связи с чем оно повысилось. Нагрузка физическая была, таблетку забыли выпить, стресс был эмоциональный, расстроились, там, заболели, и ОРЗ началось, метеоусловия какие-то были, снег, дождь, перепады артериального давления, в комментариях указывать. И тогда уже картина будет более или менее ясна. Поэтому продолжаем принимать лекарственные препараты, которые вам назначает доктор. И уже со временем вы поймете, и ваш доктор поймет, когда можно снизить дозировку гипотензивных препаратов, либо уйти от них совсем. Теперь, так, по поводу вопроса, при отеке квинки какие продукты можно принимать? Татьяна задает такой вопрос. Но смотрите, отек квинки – это такая острая аллергическая реакция. Если отек квинки у человека наступает, да, это такая чрезмерная реакция. Бывают аллергические всевозможные дерматиты, там, крапивницы, ну, разные проявления бывают, да, в виде кашля это может быть, там, переход обструктивные какие-то всевозможные, да, дела. А отек квинки – это острая аллергическая реакция, чрезмерная такая реакция, когда порой даже требуется
реанимационная помощь, ну, в зависимости, да, какие-то стационарных условия, когда экстренно нужно оказывать помощь, снять отек пенки, это потому что там такой сосудистый компонент выраженный. Если крапивница связана там с каким-то токсическим действием химических агентов, лекарственных препаратов, да, там контакт с какими-то аллергенами, укус насекомого. Бывает, я сама тоже перенесла в свое время, меня оса укусила. И это нарастает отек мгновенно. Если это находится в области лица и шеи, то могут быть даже приступы удушья, да, ну и вообще в зависимости от этой реакции. Поэтому там нужна быстрая помощь, и там совершенно другое лечение. Но для того, чтобы предотвратить, если человек аллергик, да, и он не знает, в связи с чем это у него такая реакция была токсическая, ну такая, да, в виде отека, ангионевротический отек, да, называется отек Финки, когда слизистые все распухают, и поэтому, может быть, если это во рту, если после приема пищи это произошло, часто бывает на грибы, на орехи в чистом виде. Мы говорим, что рыбу бывает тоже, да, вот и даже на пресную рыбу бывает такая реакция. Я видела такие отеки, ну и в основном и укусы, конечно, насекомых. Если это все-таки на пищу, какой-то пищевой был такой аллерген, то там очень быстро возникает отек слизистой, да, полости рта, и, соответственно, переходит на нижние отделы гортани, могут быть приступы удушья. Соответственно, там быстро надо скорой помощи, быстро оказывать другую помощь, чтобы спасти жизнь. Но и такому человеку, конечно, я порекомендовала бы принимать наши продукты, значит, есть склонность к аллергии, да, непереносимость. Я видела у коллеги реакции на тоже эти орешки, забыла, какие орешки, в конфетах. Есть конфеты такие, забыла название, известные очень, да, рекламируют их. И вот у нее реакция на эти конфеты, там такой отек страшный. Ну, на всю содержащие какие-то вещи, поэтому, значит, наши продукты рекомендуем, потому что идет там чрезмерная реакция, нет ферментов, которые участвуют, да, вот в процессе, в этом чего-то не хватает, что-то ему ну, сломалась какая-то система, скажем так, в кавычках у человека. Рекомендуем наши продукты тоже на выбор, на цвет, какой больше нравится. Можно принимать наши продукты. Ну, даже если у человека был отек Винки или ангионевротический отек, да, значит, есть аллергия, такая реакция, нужно принимать. Не просто можно, но и нужно. Вот кардиомагнил Б-кардио, вопрос мне опять попался, мы на него уже ответили. И следующий вопрос я сейчас найду. Листаю вниз. Так, дети Аспергера можно, что-то может помочь. Но по поводу таких деток. Тоже как-то ранее я говорила, что, ну, если не обследованные, да, дети, есть такое понятие, ну, педагогическое, это, да, девиантное поведение. Вообще девиантное поведение, дети с девиантным поведением, это дети, которые, ну, социально не адаптированы, да, они себя ведут, ну, не совсем как обычные дети в социуме, в коллективе, да, они либо бывают закрыты, их невозможно вот как-то привлечь, да, в коллектив, не умеют общаться с сверстниками, ну, скажем, такие дети, которые боятся, не впопад говорят, да, или бывают, ну, тревожные, нервозные, или же наоборот вы агрессивны, дерутся со всеми, плюются там, да, не знаю, раскидывают, но агрессию проявляют. Ну, любое поведение, которое отличается, скажем, да, мешает ребенку находиться в этом коллективе, вообще в социуме, адаптироваться, вот это девиантное поведение, изменение поведения. Ну и вот дети, аспергеры,
понятно, что тоже разные. Сколько лет ребенку, вот мне написали, и ну, это тоже является формой аутизма. И мы говорили, что когда детский продукт у нас появился, есть такие примеры, вот детки с девиантным поведением, которых раньше отдавали вот эти школы, да, интернаты для, как они назывались, эти школы, интернаты, ну, для детей вот таких, да, которые не могут учиться в Коррекционные. обычной, коррекционной, да, коррекционной школы, их туда отдавали, потому что с ними, ну, индивидуально надо было работать, они плохо усваивают программы, там отстают, неоднократно оставались в школе, да, двоечники пожизненно не усваивают информацию, не слышат, не могут воспроизвести, читают, но не понимают смысла, прочитав там две строки, не могут рассказать, стихи не учат, да, ну и здесь может быть это в зависимости, ну, интеллект, понятно, да, возможно, там с уровнем интеллекта проблемы. Часто потом стали выяснять, что эти дети, как правило, чаще они недослышат, да, их тоже раньше отдавали коррекционные школы, а ребенок плохо слышит. Сейчас аудиограмму, да, новорожденным делают, там еще в каком-то в 3 месяца, по-моему, да, выясняли, что когда ребенок не слышит, он просто не слышит, не дослышит, и все, его тоже там отправляли в коррекционную школу. Ну или же вот как раз дети с аутизмом, да, тоже потому что им очень сложно. И здесь, ну, аспергеры, да, как правило, они отличаются от аутистов полных чем, что в принципе они обучаемы, они, ну, у них сохранена речь, да, дефектов речи не бывает. Дальше все-таки у них сохранен, ну, интеллект сохранен, да, они, ну, не являются там совсем психиатрическими детьми, да, вот, ну, пациентами психиатров, но тем не менее вот они сторонятся. Им сложно, вот именно социальная вот эта адаптация, тяжело, и эти дети, соответственно, они тоже являются белыми воронами в коллективе, да, потому что они также, вот, ну, как бы там, ну, иногда как бы неадекватно себя ведут, да, там, не впопад, отстают все равно от своих сверстников, да, в развитии, ну, индивидуально им, короче, занимается все равно в основном с ними индивидуально. Но и вот эти дети как раз, они ну, вот от этого непонимания, ну, потом это могут быть и насмешки, да, и все, ну, тоже бывают и жестокие дети. Эти дети часто впадают в депрессию, неврозы, и потом они уже как раз становятся настоящими пациентами психоневрологических диспансеров, да, психиатров. Ну, некоторые дети все-таки как-то социализируются, потому что если это родители помогут и грамотные педагоги окажутся, вот родители, да, которые помогают, ну, там у них, конечно, какая-то однообразная все равно работа им нужна, там не умственная, какая-то более физическая, скажем, да, ну, такая станочная работа ли называется, не требует которых таких какие-то больших затрат, и они прекрасно социализируются и живут нормально и могут самостоятельно потом как бы, ну, жить. Понятно, что если эти дети, вот они так и не социализированы, то потом страшно, родители рано или поздно все равно уйдут, да, а кто-то ими должен заниматься. Ну, вы видели, да, много показывает таких ребятишек. И я думаю, что здесь как раз наши продукты могут помочь. Почему? Потому что я начала от того, что вот как раз дети девиантные. И я считаю, что вот это девиантное поведение детей, это как раз недообследованные дети. Недообследованные, которые имеют ту или иную форму аутизма. И которая проявляется вот такой отстраненностью, да, или же там от непонимания, какой-то агрессии, такой чрезмерное тоже возбуждение. И я думаю, что наши продукты, и детский продукт в том числе, поможет
таким ребятишкам. Я не знаю, если мой партнер, она тоже медик, и ну, девочка, взрослая девочка, они принимают продукты, и у девочки, в общем-то, как она все, интеллект сохранен, да, ну, ребенок, Алиса Андреевна, взрослый ребенок. Алиса Да, Андреевна. Ага, не можно слышно меня? погромче все-таки? Хорошо, погромче, буду погромче. И Хорошо. вот как раз такой ребенок, они принимают продукты, ну как ребенок, ребенок, взрослая девочка, да, и как раз, ну, добрые, вот они, дети, очень такие добрые, такие солнечные, да, отзывчивые, они чаще позитивные, но они впадают в депрессию, потому что им нужно общение с сверстниками же, да, и как раз, ну, они такие очень мнительные, да, думают там очень долго, ну, что-то надумывают себе. И я думаю, что наши продукты детские, Elevate, Accelerate, да, ну, иммунокод, понятно, это же тоже дети, это люди, которые тоже могут заразиться любой другой инфекцией, это поддерживать. И вот, ну, вот мы с мамой, я не знаю, мама, возможно, в чате, да, тоже, когда разговариваем по телефону, и мама сама медик, и она понимает, что ребенку это нужно. Она говорит, как будто бы реже впадает в депрессию, просыпается в хорошем настроении, да, как, ну, вот, такая позитивная более девочка стала. Результаты есть, поэтому таким деткам нужно, ну, нужно смотреть в зависимости от того, сколько ребенку. Если у вас совсем маленький ребеночек, то, конечно, это детский продукт, это high-grade. Это если уже умеет глотать, то я бы даже Elevate, Accelerate, иммунокод, да, ну, абсолютно все наши продукты иммунные, которые понравятся ребенку. Еще раз говорю, не знаем возраст ребенка. Возможно, ребенку 20 лет, возможно, он может глотать, да. И чем раньше мы таким деткам начнем давать наше правильное клеточное питание, тоже, да, причина аутизма там непонятна, и тем, ну, тем быстрее, я думаю, что мы получим результат и возможность социальной адаптации и жить, и устроиться в жизни. Теперь еще один вопрос. Ну, я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Вот вопрос от Елены Герасимовой. Знакомая сделали операцию на голове, повредили лицевой нерв. Ее лицо перекосило, постоянные головные лицевые боли, пьет обезболивающие. Может ли какой-нибудь продукт помочь ей? Ну, по поводу лицевого нерва. Ну, кстати, сразу хочу сказать, что есть такие случаи, когда вот именно пластические операции на лице, когда проводят всевозможные, да, очень часто является осложнением повреждения лицевого нерва. Вот выход всех нервов на лице, да, лицевые именно. И когда лицевой нерв вот повреждается, ну, это тоже простудные, неврологические всякие, да, вот люди думают, что либо зуб, ну, как болит зуб, ощущение, либо ухо болит, либо зуб болит, да, вот так болят ветви лицевого нерва. Ну, а вот здесь получается вообще повреждение, ну, повредили лицевой нерв, или же это было, возможно, не повредили, а возможно, как результат операции, если там операция была на голове, но перекосило, да, это уже повреждение. Головные лицевые боли. Но я тоже хочу сказать, что у нас есть результаты, не в моей группе, но я обращаю внимание на эти результаты. Боюсь сейчас сказать, у кого там, по-моему, тоже это была пластическая, по-моему, операция, если я... Либо это вопрос мне партнер задавал. Пластическая операция, безобидная операция на самом деле, но после этого проблемы с лицевым нервом. Вот очень часто. И я рекомендовала, так, на тот момент, наверное, был только у нас Elevate, даже Accelerate, наверное, не было. Либо был Accelerate, я не помню. И человек мне говорил, что, да, что почувствовал улучшение. Но, к сожалению, мы с этим партнером сейчас не пересекаемся, не общаемся, хотя человек живет в Иркутске.
ну, как-то она из поля зрения моего ушла, и ну, не знаю дальнейшей, но, по-моему, полгода она принимала и получила результат по лицевому нерву. Поэтому рекомендуйте, по крайней мере, качество жизни улучшится однозначно, не будет хуже, это точно будет лучше. Поэтому нужно порекомендовать, и я думаю, что через какое-то время даже вы поделитесь результатами. И принимать продукт, опять же говорю, что здесь Elevator, Regener, Иммунокод, Б-кардио, Hydrate, опять же всю нашу продукцию. И выберите то, что вам нравится по вкусу, по цвету, по запаху. Людмила Асанова задавала вопрос. Так, хочу посоветоваться. Что лучше пить ребенку 14 лет, аутизм практически не говорит. Вот, мы уже как раз, да, говорили про ребятишек, да, и по поводу аутизма. Я думаю, что, Людмила, вы слышали, потому что выше было вопрос, задавали. Это тоже, ну, одна из форм аутизма считается. Ну, аутизм, да. Вот как раз аутисты, дети, они практически не говорят, либо у них дефекты речи. Ну, тут на каком уровне интеллект, вообще когнитивные, как бы, если сохранены ли когнитивные навыки. Ну, что такое когнитивное? Это возможность обучения, умение обучаться, да, есть ли когнитивные навыки сохранены здесь. И что лучше пить 14 лет, вот тут возраст пишет, опять же, все, что сейчас может ну, принимать, и то, что вам доступно. 14 лет уже Elevate можно, Accelerate можно, Hydrate обязательно, потому что они же не пьют водичку, уже понятие жажды, да, так же, как и пожилые люди, никто же не может быть понятие жажды. Поэтому водичку обязательно. И наши продукты, опять же, это и Б-кардио, это иммунокод. Здесь рекомендуем, но начните с Elevate Accelerate детский продукт. Начните принимать. Ну, практически не говорит, не можем сказать, что ребенок научится, потому что все зависит от того, сохранен ли интеллект, и по поводу когнитивных навыков вы ничего не пишете. Что там с навыками, как насчет слуха? Аудиограмма явно была, да, слышит ли ребенок хорошо. И я думаю, что мы качество жизни тоже сможем улучшить, а сказать, что вот прямо из аутиста социально адаптировать получится, ну, сложно сказать. Потому что выше я говорила, что если вот те ребятишки, да, с синдромом, они социализируются все-таки, а здесь пока не могу сказать. Но принимайте продукт, хуже не будет, будет только лучше. И тоже настраивайтесь на длительный прием. И еще, я, к сожалению, сегодня вопросы, так, не все успела. Ну да, на все вопросы мы с вами ответили. Теперь я хотела бы сказать по нашим продуктам. Про иммунокоду и П-карду есть у меня еще время, да, Туяра? Слышно? Да, есть время. Ага, по нашим продуктам, так как мы говорили о том, что рекорды побиты, да, сейчас по заражению ковидом, коронавирусом. И что такое ковид? Вообще, да, что такое, чего мы боимся, вернее. Боимся мы нарушения микроциркуляции, нарушения кровообращения, да, гипоксии во всех органах, тканях, нарушается эпителиальная, ну, сосудистых всех стенок и капилляров, в том числе и крупных сосудов. Это вообще системное такое заболевание. И плюс сейчас вот по осложнениям, это могут быть осложнения различные. Плюс еще наслаивается осложнение, если в стационаре, допустим, человека лечили и назначали там разные тоже дискоординации вообще в гормональной системе, потому что лечат гормонами. Там гормональные нарушения происходят, да, все, сбой идет. Дальше нарушение желудочно-кишечного тракта, потому что много лекарств.
печени, почек, потому что все лекарственные препараты, абсолютно все, как бы их ни вводили, через рот или через эти подколки, вены, да, через вены или внутримышечно, как бы ни вводили, есть период по выведению всех лекарственных препаратов, и они выводятся либо через печень, либо через почки. Поэтому гепатотоксичность, нефротоксичность может быть, да, когда нарушается функция вот таких тоже органов наших самых главных. И кроме того, сейчас, так как это через почки, печки, желчи, сгущение желчи, ЖКТ и очень много желудочно-кишечных осложнений, не только сердечно-сосудистых. И дальше за счет того, что вот гепатонефротоксичность осложнения тоже как в виде всевозможных там токсичных гломерулонефритов, да, гепатитов, это уже когда уже органные такие нарушения на уровне органа происходят. И вот эти дисгормональные нарушения, и плюс еще, потому что принимают очень много, опять же, лекарств, ну, профилактика тромбообразований, кровотечения, которые невозможно остановить. Такие кровотечения носовые, геморроидальные, ЖКТ, всевозможные, женские, да, вне цикла кровотечения, опасности тоже увеличивается количество смертей от этих грозных осложнений. И как раз профилактика является наших два продукта, которые, да, вот сейчас запущена акция. Это наши продукты Б-кардио. Вот он, Б-кардио. И иммунокод. Сейчас идет акция. Их нужно обязательно. И многие же говорят, там, я здоров, и я здоров, мне это не нужно, да. И наоборот, я порой говорю, что нужно даже предлагать тем, кто еще не болел, вообще не имеет заболевания, активен, работает, молодежи, детям своим молодым, да, детям, внуков кормить нужно, потому что понятие здоровья, я всегда говорю, здоровье, оно относительное. Сегодня здоров, завтра не здоров. Вот можно утром проснуться уже абсолютно нездоровым. И больше не стать здоровым, не вернуть то качество жизни. Вот иммунная, да, наш Grey Kids, о котором я говорила, детский наш продукт, они в США находятся. Редженер, о котором я говорила. Ну, наш чай, Hydrate, который тоже, да, мы принимаем. Elevate наш, который заменяет утреннее питание, и не только утренние. Букеты, которые я сама принимаю. Канабидиол, наш продукт, Беслин, который я тоже в данный момент принимаю. И тем, у кого вот проблемы с позвоночником, боли суставные, наш пластырь, он же есть, по-моему, да, в магазине сейчас, но я запасалась я в акцию. Вкусный, ароматный, также вот в холодное время тоже, как профилактика. Вот эти продукты как раз по акции они сейчас идут, и я всех призываю, зайдите в кабинет, если вы не знаете, как это делать, то обратитесь к своим менеджерам, лидерам, попросите помощи, закажите продукт, потому что сейчас идет такая волна, опять же, обострений и очень страшные осложнения. И кроме того, хочу сказать, что как вот прямо называют, врачи говорят, как рулетку играет ковид. Если даже легко перенес осложнения всевозможные, вот тромбозы, там обострение варикоза, сбой цикла, кровотечения у женщин, да, снижение памяти, выпадение волос, нарушаются когнитивные, да, инсульты, миокардиты всевозможные, воспаление тоже, да, сердечной мышцы, тахикардия, нарушение ритма, повышение давления, бронхиальная астма обостряется. Это я вспоминаю своих знакомых, да, вот, и по своим знакомым вспоминаю, у кого-то геморроидальные кровотечения, носовые кровотечения, которые остановить не могут, да, просто не могут остановить кровотечение. И как раз здесь, ну, Андрей Артурович, да, нас в Академии сказал, что по статистике каждый третий переболеет. Это инфекция, каждый третий. Треть переболеет рано или поздно, да, и кто-то даже если в легкой степени, но они страшны осложнениями. И как
рулетка, не знаешь, когда оно выстрелит, потому что это системное идет воспаление, очень такое коварное такое заболевание. Кажется, человек выздоровел, а нет, начинается осложнение очень тяжелое. Почему? Потому что там уже доктора уже, да, уже бывает, ну, говорят, что там идет еще и лекарственная болезнь начинается. Почему? Чтобы вытащить человека, особенно в стационаре, там стандарт такое лечение, о котором мы говорили в прошлый раз, стандартах лечения, обязательное лечение, которое прописано в стандартах, клинических рекомендациях, да, и назначает их всем. Это же вообще лекарственные препараты, это антибиотики, это может быть 1-2 антибиотика, да, это глюкокортикостероидные, это вообще вот все, что для профилактики тромбозов. Там куча лекарственных препаратов назначают, и, не знаю, помните, кто помнит, это когда только ковид начинался, в Инстаграм, по-моему, мы тоже говорили о ковиде, и мы тогда говорили, что ну, я рассказывала, что когда вот я молодым доктором пришла работать, тогда тема СПИДа, ВИЧ-инфекции, да, 90-е годы, об этом говорили, тоже все боялись, очень было страшно заразиться СПИДом, но смертельные болезни, умирали. И мне, как молодому врачу-интерну, главный начмета, дала задание подготовить лекцию о ВИЧ-инфекции, о СПИД. И мало тогда мы знали, я сидела в медицинской библиотеке Улан-Удэ, наверное, не знаю, несколько дней читала информацию и готовила вот эту лекцию на врачебной конференции, должна была в поликлинике своей выступить. Я читала информацию, было так страшно, если честно, да, на тот момент, и вот такая боязнь была вот заболеть и умереть от СПИДа. И вот сейчас в связи с ковидом тоже такая же ситуация. Я когда только ковид у нас вот, ну, появился, я да, очень много читала вирусологов, инфекционистов, иммунологов, врачей разных специальностей, пульмонологов. И тогда я для себя поняла, что, в принципе, оно не так страшно, как мы его боимся, потому что это аутоиммунные тоже процессы запускаются, как при том же ревматоидном артрите, да, там системность. Почему системность? Потому что поражаются именно сосуды. Сосудистая стенка идет поражение, поэтому системность. И я была согласна с докторами, которые говорили, да, вот, что ковидом должны заниматься ревматологи именно, потому что ревматологи как раз в таком шторме, о таких проблемах, да, когда поражается сосудистая стенка, они знают все, они умеют лечить вот ревматоидный артрит, да, ну, системные вот эти все заболевания аутоиммунные. И теперь я, в принципе, тоже абсолютно понимаю, что ковид не так страшен, только надо знать, как от него защититься. И как раз вот наши продукты, вот иммунокод, B-кардио, да, нам в помощь, Elevate, Accelerate. Почему Accelerate? Потому что мы тоже очень много поедаем из зараженного B-кардио. Кто-то кашлянул, чихнул, допустим, да, в общественном месте попадает это на продукты. В магазине мы покупаем, оно тоже там лежало, допустим, нужно обрабатывать, да, потому что, возможно, кто-то чихал, и не один, там, 1000 человек прошло, прочихало на эти продукты, на упаковку, дверные ручки, да, все и прочее. Понятно, что обрабатывать руки, следить за чистотой дома, жилья, там, ручек, ну, вот это мы уже нас научили, кроме того, принимать водичку, хайдрет, потому что щелочное питье, в щелочной среде не живут вирусы, бактерии, яйцеглистов даже не выживают. Пить воду и Elevate для того, чтобы принимать все витамины, минералы, чтобы организм наш был напитан, клеточки были наши напитаны. Accelerate почему? Потому что, ну, в первую даже очередь, потому что там находятся ферменты, да, которые вот тоже, они работают. И, кстати, все бактерии, вирусы, которые попадают в организм через ЖКТ, тоже они как пища, да, просто попадают в руки, скажем так, наших хороших вот этих ферментов. Кроме того, Accelerate дает возможность
местного иммунитета увеличить, да, а наше здоровье, иммунитет зависит от чистоты желудочно-кишечного тракта в том числе. И как раз там такой у нас состав, можем отдельно потом поговорить, если будет интерес, да, если новички, как раз нормализуют наш желудочно-кишечный тракт. Поэтому акселерейт обязательно. Б-кардио обязательно, потому что сосудистые катастрофы, возможности есть профилактировать, да, оксид азота в составе, тоже мы об этом, аллергенин, мы тоже об этом говорили. И иммунокод, потому что это фактор переноса, это трансфер-фактор, да, пептиды находятся в организме, которые обучают наши иммунные клетки, обучают, и клетки наши всегда готовы вовремя бороться со всеми патогенной той флорой, да, которая попадает в наш организм. И кроме того, еще хочу сказать, что ну и еще говорила, что в состав входит мелатонин, который дает возможность высыпаться в акселерейте, да, и быть бодрым, не думать, не загружаться, не стрессовать, не впадать в депрессию, адекватно жить, адекватно ну, относиться ко всей информации, ну, быть в курсе событий и понимать, что, в принципе, это все не так страшно. Ну и клеточный иммунитет, самое важное, это местный клеточный иммунитет, скажем, да, ну, вакцина это тоже, скажем так, но я сама не вакцинирована, честно скажу вам, да, и вакцинация, но именно вот этот клеточный местный свой иммунитет при встрече, который, да, скажем так, обучается, а потом уже при повторной встрече хорошо наши солдаты срабатывают и борются. И вся дополнительная информация, то, что вот Андрей Артурович вот сейчас, да, говорит о вообще системе, нашей системе, ситуации в мире, где хорошо, где плохо, даже ну, в сравнении, допустим, да, все это мы черпаем информацию достоверную не из желтой прессы, не из источников каких-то других, да, купленных, а именно из первоисточника Андрея Артуровича. Ну и вот и многие же мне говорят, вот она там вообще влюблена в академию, влюблена в Шаура, да не только в Шауру, не только в академию. Я всегда говорю, что я влюблена в мужчин, молодых мужчин. Для меня не является возраст главным. Он не говорит о мудрости, о уме, возраст человека, да, а именно как раз образованность, интеллигентность, умение мыслить, анализировать. И для меня любимыми мужчинами в том числе являются мои сыновья. Мои сыновья, которые самые любимые мои мужчины, да, с которыми я советуюсь, ну, помогают мне сейчас тоже, скажем, да, в каких-то вещах, информационно имея в виду, обращаясь к ним. И точно так же для меня Андрей Артурович, несмотря на свой возраст, да, является вот таким человеком, мужчиной. Понимаете, мужчина с большой буквы в первую очередь, да, у которого есть чему учиться, за которым хочется идти. И Николай Турушев точно так же дает нам такие прямо отеческие, да, по-отечески, по-отцовские советы, думает на нас, потому что мы реально являемся в смысле как партнеры его детьми, да. Николай для нас папа, наш лидер, и дает советы, и я понимаю, что вот за Андреем Артуровичем, за Николаем Турушем, за нашими лидерами, да, я точно так же абсолютно почти без всяких сомнений, ну, можно сказать, беспрекословно, да, подчиняюсь в плане партнерства, потому что это и мужчины, которым можно доверять. Так же, как моим детям и как моему мужчине, да, я доверяю стопроцентно. Я просто не пререкаюсь с ними, потому что один сын специалист в одном, да, я с ним советуюсь. Второй у меня сын специалист во втором, я тоже с ним советуюсь, да, обращаюсь к ним. Точно так же мы к Николаю, да, Туяра, сегодня все наставления выслушали Николая нашего, как правильно, как лучше, как удобнее. И поэтому Академия для нас это все. Приходите в Академию, хочу сказать вам напоследок, слушайте, развивайтесь, потому что вот как раз как маятник, если мы в одном направлении будем, да, и даже двигаться, вот есть наука, не наука, а такой эксперимент маятников.
Если маятник, который неправильно работает, в среду маятников правильно работающих поставить, он со временем начинает тоже ловит те колебания, правильные колебания, начинает правильно колебаться, не хаотично. И здесь мы, попадая в академию, я хочу сказать, что если мы даже где-то у нас были какие-то неправильные, какие-то метания, мы там по маятнику помаячили, здесь помаячили, ну что-то не то. А попав в академию, мы как раз попадаем в такую группу людей, которые в правильном направлении, как нужно, как правильные маятники. Нас поставили, мы тоже, кто-то быстрее, кто-то я там сразу с первого я поняла, что это правильно. Андрей Артурович сразу услышала, я прямо думаю, боже, как же я попала, как он говорит, он мыслит так же, как и я, даже лучше, сильнее, мыслит так же, как я, и прямо мне понравилось, как он говорит, да, думаю, ну надо же, вот впервые молодой человек, я его услышала, и хочу его дальше слушать, и тоже так же колебаться стало, вот такие колебания мы получаем, заряжаемся, да, и поэтому не хочется никуда идти в другое место и портить вот свой внутренний маятник, поэтому в Академию вас приглашаем. Все, спасибо за то, что слушали меня, слышно ли меня было, вот, и передаю слово Туяре. Спасибо. Благодарю, Алиса Андреевна, за очередной очень полезный, детально подробный разбор наших вопросов, вопросов участников чата, да, нашего. И, конечно, все это черпаем из нашей любимой академии. И сегодня даю слово нашей сегодняшней гости. Мы ей благодарим за то, что она согласилась сегодня выступить. Это Елена Гейкер, амбассадор Академии «Успех вместе» из города Улан-Удэ. Пожалуйста, Елена, слушаем. Лена, руку подними. Всем привет! Меня видно, слышно? Хорошо слышно? Слышно, хорошо видно. Да, хорошо. Видно хорошо и слышно хорошо. Давайте знакомиться. Меня зовут Елена Гейкер, мне 55 лет, живу в Бурятии, город Улан-Удэ. Ну, наверное, как и все из нас, я пришла в первую очередь на продукт. Так как на тот момент у меня очень было много проблем со здоровьем, была депрессия, хроническая усталость. И самый первый мой результат – это то, что появилась энергия. Появилось желание, улучшилось общее самочувствие. Это так как ушла хроническая усталость. Так как я спала последний год не более 4 часов в сутки, тоже сказывалось на здоровье. И после применения ЭЛЕФ я проспала, я не помню, наверное, часов 7. Сразу это тоже очень для меня много было. И то, что вот идет нормализация сна, это тоже очень ценно, особенно для тех, кто работает. На тот момент я еще работала. Через месяц применения клеточного питания я сдала анализы. И самое первое, это увидела то, что я увидела в анализе, общий анализ крови, это то, что у меня повысился гемоглобин. Последние года выше 60-80 он у меня не поднимался. И буквально через месяц, когда я получила результаты, я увидела, что 110. Для меня это было очень много, потому что даже до 100
чтобы 100 повысить, и мне приходилось ложиться в дневной стационар, делать капельницы, уколы. А здесь Лев справился с этой задачей в течение месяца. Это просто замечательно. И, соответственно, у меня появилась работоспособность, выносливость, энергия. И это сразу заметили мои люди, с кем я рядом работала. Мне говорят, вы стали какая-то другая, вы стали даже больше улыбаться. И это тоже очень ценно. Потом у меня проблемы с сердечно-сосудистой системой, оперированный митральный стеноз, ревматическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. В общем, болячек здесь очень много, перечислять их не буду. И самое главное то, что какая-то... Я живу на 3-м этаже, мне подняться на 3-й этаж было очень сложно из-за одышки. Я там отдыхала на лестничных площадках. А сейчас я поднимаюсь бегом. Бегом, даже не замечаю, одышки нет. Это просто замечательно. Что еще? В 2019 году, в январе, у меня была серьезная травма плеча. Правого плеча, рука не поднималась, были сильные боли. Руку назад я вообще не могла отвести. Прогнозы были не очень хорошие. И на данный момент плечо двигается, рука поднимается, могу отжиматься, делаю зарядку. Это тоже супер. Что еще? По поводу щитовидки, да, Алиса Андреевна просила сказать. По поводу щитовидки с детства увеличение было зоб. С детства принимали всевозможные с сестрой таблетки, лекарства. И с годами появились узлы, кисты. У меня были множественные кисты, и в последнее время были, как врач говорит, архибольшие размеры. На данный момент я не скажу, что у меня все ушло, но кисты у меня уменьшились, они стали маленького размера. Но я надеюсь, работа у меня идет. Я надеюсь, все еще у меня впереди. Хочу сказать о сестре. У нее были многочисленные узлы щитовидной железы. Надо было делать операцию. Гормональные анализы тоже. Все анализы у нее были плохие. Но тоже тревожно было очень. И какая была наша радость, когда через 2,5 года после применения клеточного питания летом она сдала анализы на гормоны, сделала УЗИ, и узлов нет. Вы представляете? Нет узлов, не надо операции делать, да? Гормоны в норме. Это не знаю, прям до слез, потому что очень сильно переживали. И я очень рада за сестру. Она на данный момент выйти не могла в эфир, потому что 10 дней назад она заболела тоже. Нашей этой пандемии не прошла стороной, но благодаря нашим всем нашим продуктам питания. Сейчас уже она получила, вчера сделала анализ, пришел анализ, что отрицательный. Это хорошо. Самочувствие уже у нее вообще хорошее. Так что наши продукты работают при различных инфекциях, при различных заболеваниях. Это очень ценно. Я хочу поблагодарить Андрея Артуровича за то, что он дал возможность людям всего мира начать узнать, во-первых, узнать о клеточном питании и пить, кушать
есть эти продукты, потому что аналогов нет. Потом, так как БАДов очень много, БАДы мы принимаем все, витамины, БАДы, но вот даже я, да, вот сколько я пила очень дорогие БАДы, но тем не менее куча болячек у меня, они были, появились новые, а сейчас с клеточным питанием постепенно все уходит. Я говорю до свидания очень многим своим заболеваниям. И поэтому то, что Академия нас учит, как правильно питаться, как правильно, в общем, как правильно жить, да, потому что правильное питание – это правильно, что-то я к правильному слову так привязалась, но то, что Академия меняет не только здоровье наше, да, улучшает, но и еще меняет мышление. Меняет мышление, мы начинаем жить по-новому, по-другому. Мы воспринимаем ситуации по-разному. Даже взять вот то, что я не любила, я вообще не любила не фотографироваться. Раньше меня на прямой эфир вызвать это тоже очень было сложно. А сейчас я не только фотографируюсь, да, у меня была уже и первая фотосессия, и я думаю, на ней не буду останавливаться, буду идти дальше. Идет развитие человека. Благодаря Академии мы меняемся. И я хочу поблагодарить Андрея Артуровича, всех причастных, поблагодарить Николая за создание такого великолепного чата, за Туяру, которая проводит такие прямые эфиры, Алису Андреевну, которая знакомит, дает полную информацию по всем продуктам питания. Благодарю вас всех и очень рада, что вы меня пригласили. Я очень волнуюсь. Лена, один вопрос, Туяра, можно? Да. Лен, ну, мы без отчества, потому что мы давно знакомы, общаемся. Елена является партнером моей команды. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет и чем ты в данный момент занята? Работаешь ли? Нет, мне 55 лет, 2 года, как я ушла с работы, на пенсии, не работаю. Чем занимаюсь? А занимаюсь я собой, развитием себя. Так как я сказала, что вот фотосессия, да, мне это очень понравилось, я записалась в подиумную группу, тоже вот начинаю как-то вот себя как модель, находить. 50 плюс. Да, 55 плюс. 55 плюс, модель, подиумная группа. Ну вот, Лена, прямо я тебя благодарю. Я знаю, что для тебя очень сложно выходить в эфир. Категорически человек отказывается, но все-таки себя сейчас переборола, вышла в эфир, за что я тебя благодарю. Ну вот, скажем так, потому что это тоже социализация, да, это как раз страхи, барьеры падают, да. И мы говорим, да, том, что потому что вот здесь у нас уходят комплексы, уходят страхи. Комплексы уходят, страхи уходят, уверенность в себе появляется, и поэтому это тоже какая-то была степень неуверенности в себе, да, вот выйти в эфир, это очень страшно же. Это страх для многих. Очень, вы не поверите, как я всегда боюсь. И да, я пересилила себя, я делаю фотографии куда-то, но я еще не пересилила себя, вот еще видеоролики я никак не могу записывать, но все в будущем. Принимая дальше питание, дальнейшее питание, уже как бы все страхи упадут. Это тоже социализация, понимаете? Иначе человек бы, вот, если не встретился, да, с нашими компаниями, с Андреем Артуровичем, продуктами, я даже не могу представить, что бы с Леной было сейчас. Вот страшно представить, да, одышка, сердечно-сосудистая патология, анемия такая, да, депрессняк страшный был, человек был в депрессии, жуткая депрессия. Дальше, значит, ну, как бы общение, да, сейчас пандемия добила бы просто, не было сил работать.
А сейчас совершенно другого человека я вижу перед собой, да и Лене никогда 55 лет никто не дает. 25 лет, не старше. Правда же ведь? Без 25 это одышки, да, слишком, красиво. И еще в подиумной группе занимается человек, да, вот звезда подиума Улан-Удэ в будущем. ну, я только Благодарю. начала, поэтому Ну, еще такое. ну, это начало, и это классно. Так что спасибо. Ну, жаль, что Любовь Михайловна у нас все-таки еще не преодолела те барьеры, да, не смогла выйти. Но человек, который чуть постарше нас немножечко, да, и вот как бы надеюсь, что еще через годик, через два она себя будет ощущать не бабушкой внутренне, да, а молодой женщиной, и тоже будет с нами в эфирах. Но она постеснялась, не Обязательно. вышла. Но у нее результаты вот как раз по щитовидной железе, вот я вам обещала наглядный пример показать, да. Лена, поближе шею покажи, пожалуйста. Даже вот так, да, и даже, ну, нет такого зоба, огромного зоба, да, вот увеличение щитовидной железы нет. Видно, что Да, шея а уже 3 оформлена. года назад у меня видно было и очень сильно, сильно было видно. Вот. И человек 2 года, 3-й год уже принимает наши продукты. А у Любовь Михайловны была там такая ситуация. Ирина Николаевна есть в эфире или нет, наш эндокринолог, доктор? Ирина Николаевна смотрела, вот у Любовь Михайловны результаты Лена приносила тогда. И мы даже между собой Лене, как медику, сказали, что как бы не было там рака щитовидной железы. Потому что данных за рак было достаточно, чтобы даже думать об онкологии щитовидной железы на тот момент, да, по кровоснабжению, по уровню, по гормонам. Но мы тогда приняли решение, что мы Любовь Михайловне, да, сейчас Любовь Михайловна слышит нас, да, мы приняли решение, что мы ей не будем говорить о том, что, возможно, у нее даже там какое-то злокачественное, да, все-таки течение. И сказали, принимай продукты, да, Желена? И вот человек принимал продукты, есть медицинские доказательства Любовь Михайловны. И Любовь Михайловна, вот она как бы сейчас, ну, такой активный потребитель продукта, и Да, есть она пьет результаты, я все, прям она пьет все Б-кардио принимает, тоже. да, да, по акции все заказывает, ну, как Да. бы любит себя человек в этом плане и видит результаты. И кроме того, ну, вот я медицинскую документацию можно потом, конечно, и в сравнении показать. Хочу сказать для тех, кто спрашивал по щитовидной железе и вообще по другим всем. Здесь системность, главная системность, да, во всем. Меняйте себя, меняйте мышление, пейте воду, делайте зарядку, принимайте наш продукт, который вам понравился, и ждите результата, но никак не через неделю, через 2, через год или через 2. Все-таки здесь системно нужно принимать, приводить себя в порядок, и вы получите результаты. Спасибо, Лена. Спасибо, Яра. Спасибо большое, благодарю всех. Благодарю, Елена. Я очень рада вас видеть. И вот зашла на вашу страницу в Инстаграме. Там такие красивые фотографии появились. И раньше было, ну, я всегда восхищалась, да, вами, как вы позируете, у вас такие красивые фотографии, а сейчас вообще стала красота. И очень рада за ваши результаты. И благодарю от всех участников нашего чата за ваш вот рассказ, за ваши результаты. Благодарю. Также ждем в будущем Любовь Михайловну. Очень надеемся. Вот так, друзья, наша Академия делает такие волшебства, можно сказать, да. Ну, от себя скажу тоже, я тоже пришла за здоровьем сюда, в Академию, и осталась в Академии, и я сейчас в данное время, ну, уже 4-й год получается, вне бюджета, уволилась с работы, и сейчас нахожусь только в нашей Академии, и у нас в Якутии тоже очень много результатов, фантастических даже, можно сказать. И мы от всех людей, да,
Ну, так как наша академия работает на весь мир, на мировой уровень, и от тех людей, которые вот пользуются нашей академией, нашими технологиями, которые продвигает наша система. Благодарим Андрею Артуровичу за такие классные суперпродукты. И я очень-очень рада, даже благодарю каждый день Вселенной, да, то, что я наткнулась на эти продукты, на эти технологии в нашей академии до пандемии. Вот, Всевышний нас любит, видимо, поэтому такая встреча случилась 3 года назад. Благодарим также нашему Николаю Турышеву, нашим руководителям, команде топ-лидеров. Искренняя наша благодарность. Всем спасибо за внимание. В следующую субботу тоже встретимся в это же время. И очень хотим, чтобы такие встречи проводились в каждую субботу. Ну, как бы традиция была, да. И если есть какие-то вопросы по академии и так далее, по продукту, у вас есть менеджеры, и те, которые люди включили вас в наш чат «Здоровым быть здорово». Всем спасибо еще раз. Спасибо, Алиса Андреевна, Елена. Встретимся в следующую субботу и встретимся обязательно в академии. Сегодня у нас выступает Гульнас с Людмилой Леденевой в 17:00 по Москве. Ссылку спросите у своих менеджеров. Спасибо всем. До свидания. Всего доброго. Всем пока.